Здравствуйте, друзья! Давно на этом канале не было приветов из дома. И вы понимаете, почему. Смотрите 5 весточек от недавно спасенных хвостиков. Вот такая вот она. С двух сторон. Хвост весь свалявшийся. Медвежонок. Белый медвежонок. Иди, снег кушает. Ой, кушает снег. Иди. Иди покушай. Нельзя. Сейчас хорошо. Ой, как пушинка. Вы часто спрашивали про мальчика-самоеда. Волонтеры долго искали его и уже думали, что малыша убили. Случилось чудо. Хвостика случайно обнаружили. Он забился где-то между плит и, видимо, не выходил из укрытия. И это спасло ему жизнь. Он весит всего-то 14 килограмм. Еще у него вырвано полуха и тоже кровило, тоже залечивают. Якутский ад для малыша закончен. Все, Тихон уезжает, все, новая хозяйка. Хозяйка у Тихона. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогая Лариса, и здравствуйте все те, кто наблюдал за жизнью и за всей ситуацией, которая происходит и происходила вот с этими прекрасными милыми животными, и конкретно кто наблюдал вот за этим крошечным ребенком, которому на самом деле, кстати, уже он совсем даже не крошечный, а ветеринары прикинули, что ему практически года уже 4. Ну и начнем нашу историю с того, конечно, что я не планировала заводить собаку, может быть, когда-то в будущем, когда у меня будет свой большой дом, но явно не в квартире. Но жизнь иногда расставляет все по своим местам и преподносит нам сюрприз вот в виде вот этого лохматого существа такого прекрасного. Конечно, когда я подписана на Зоомаму, и потом я нашла Ларису и увидела всю эту жуткую ситуацию, я решила, что
возьму себе все-таки собачку. Ну, я предполагала, что это будет маленькая собачка, буквально малюсенькая, так сказать. Но когда я увидела вот этого в клетке, я поняла, что это он. Я не знала, кто такой самоед, вообще чем он питается, чем он дышит, как он живет. Это было для меня, конечно, открытием, что у нас и питание не такое, как у всех собак, и характер у нас не такой, как у всех собак, потому что Арчи, он очень приближен к человеку. И знаете, у меня иногда такое ощущение, что в этом прекрасном теле находится не Арчи, а какой-нибудь Гриша, Алексей, потому что настолько эта собака умная, настолько он все понимает, но настолько, насколько он все понимает, настолько он ничего не делает. То есть, если он не считает нужным сейчас сесть и подать вам лапу, он этого делать не будет. Конечно, я переживала, что они не сойдутся с кошкой. И первый вечер действительно это был ужас ужасный. Кошка исцарапала мне все руки, я до сих пор вся в шрамах. Но, как видите, сейчас у нас идиллия. Конечно, квартира у нас небольшая, поэтому мы стараемся очень много гулять. Что я могу сказать об Арчике? Абсолютно умный, абсолютно неприхотливый, наверное, в плане того, что он подстроился под мой режим дня. Мы гуляем тогда теперь, когда нужно мне, а не ему. То есть он ждет терпеливо, пока я позавтракаю, накрашусь, и мы пойдем с ним на прогулку. Внимание, у нас очень много внимания, потому что каждый хочет подойти его погладить, все с ним сюсюкаются, боже, какой песик. Собака, потому что действительно очень редкая. Без внимания, если ты заводишь такую собаку, ты явно не останешься. Ну что, пока мы еще притираемся, да, Арчи, у нас есть еще некоторые недопонимания, но тем не менее мы с ними боремся, ищем компромиссы. Я считаю, что, конечно, собаки, пускай будет небольшая квартира, но это та, где ее любят. И я считаю, что, конечно, в связи с той ситуацией, в свете, которая сложилась, ну, Арчику с нами максимально хорошо. Да, Арчи? Кстати, раньше он очень много лаял на все и всюду. И когда я с ним поговорила, объяснила, что Арчи это крайне некультурно, теперь собака это делает очень редко, в основном на улице. Вот. Но то, что сказать, что он умный, не сказать ничего. Арч, ну что, передавай привет всем тем, кто следил за твоей судьбой, кто очень сильно за тобой переживал, за тебя. И скажи, что у тебя все хорошо. Скажи? Говорит. Ну, на этом мы будем прощаться, но я буду обязательно радовать роликами, буду присылать Ларисе наши новости, что у нас все хорошо. Поэтому я так думаю, что кто еще сомневается, заводить питомца себе или нет, и именно питомца уличного, не бойтесь. Это самые преданные, это самые, наверное, действительно к человеку приспособленные собаки. Это, конечно, уличные. Людей он любит, людям он доверяет, веру в людей он не потерял, поэтому... Не знаю, что он пережил там, но сейчас у нас все хорошо. Да, Арчи? Ну все. Всем пока. Вот два спасенных в эту кровавую новогоднюю ночь. Один несчастный замерзал в одном районе. Или ему умереть в сугробе, или тихо дождаться убийства в этом же сугробе. А второй в другом районе. Выбежал на дорогу в страхе от выстрелов, выпучив глаза, несся, куда глаза глядят. В память об этих страшных днях назвали их пока Аркан и Пуля. Потом, конечно, будущие хозяева назовут их по-своему.
Малец. Вот такая вот, скажи я, обнимательно-целовательная, да. Скажи, обнимательная и целовательная. Все у нас хорошо. Листогонку съели утречком. Уже сходили, погуляли 2 раза. Пописали, покакали, сказали, пока все у нас хорошо. Очень мы любим. Ой, Господи, куда ты ушла-то? Очень мы любим кушать. И ласковая такая, хорошая. Да? Да, скажи. Скажи, Лара, привет. Скажи, спасибо тебе, что ты вывезла меня оттуда. Да, я скажу, очень хорошая. Полька, расскажи, как тебе живется? Как ты у нас живешь? Хорошо, скажи, живу. Да? Хорошо. Спокойные, но очень приставучие. Да. Гулять с ней одно удовольствие. Поводок не тянет. Поводок, скажи, я не тяну. Никого не гоняю, на собак не кидаюсь. Все хорошо. Вот у нас тут вот так вот спящее царство. Сегодня она не кушает. Вот, приехали на капельницу. Юля лечит ее. Вылечит. Ага. Счастлив, что ему прокапали, ему легче стало. Смотри, Лара, хвостиком завилял. Ну, что? Ну, пойдем. Пойдем. Вот эти волки. Волки какие красивые. Красивый забор. О, Параш приехал. Параш приехал. Вот, молодец. Заходи, скорее. Заходи, Параша. Вот. 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 Как здорово. Вот. Вот. Что ты, малыш? А? Пойдем потихонечку. Пойдем. Идем домой, идем. Идем домой. Домой. Вот котята у тебя тут. Хорошо. Котята к тебе пришли. Котята пришли. Вы же с котятами будешь играть. Да? Ой, ты молодец какой. Сколько ему? Какой. Сколько ему? По возрасту. Помадуешь. Ну, ничего страшного. Эти котята. Боятся. Вот они, котята сидят. Попрятались. Ты же попрятались, котята. Эй, привет. Смотри, смотри, кто здесь есть. Козюльки маленькие. Маленькие козлятки. Козлятки нравились. Параш, смотри, какие. Смотри, Параш. Смотри, какие козлятки. Смотри, какие маленькие. Смотри, Параш. Параш, смотри, козлятки. Козлятки какие. Параш, мячик. Мячик. Иди, мячик. Параш. Привет. Привет. Мячик? А вот смотри, какая у тебя люлечка теперь. Параш, смотри, какая люлечка. Иди. Иди, смотри, какая. Смотри, какая. А? Разбойник. А, разбойник. А, разбойник какой. Ты разбойник. Ох. Ох. Вот это мяч. Вот это подарок, скажи.
какой пищащий. Пищащий мяч. Неси, морковочка вкусная? Вкусная морковка. Очень вкусная. Очень вкусная морковка. Вкусная морковка. Ай, какая морковка вкусная. Вот так. Да, полезная. Очень. Очень полезная. Молодец, кушай. Кушай. А вот за бананчики мы вообще родину продадим. Бананчик это вообще кошерно. Маленький такой. Покажи мордочку. Покажи мордочку. Покажи. Покажи мордочку. Ну покажи. Мордочку покажи. Покажи мордочку. Ты кто? Ой, маленький, зашуганный такой. Маленькая девочка такая. Страшно, да? Страшно, моя сладкая. Страшно, моя хорошая. Моя маленькая. Моя хорошая девонька, доча маленькая, как будто наказали ее, она сидит в углу. Друзья, читая ваши комментарии, я понимаю, как много еще неравнодушных сердцем людей. По вашим запросам, по вашим пожеланиям мы услышали вас, и мы забрали эту несчастную, забитую в угол девочку, назвали ее Нюра. Забрали ее из ППЖ. Мы продолжаем искать нашей девочке, Нюрочке, дом, хотя бы временный, для того, чтобы ее социализировать, адаптировать и научить не бояться человека. Она не агрессивна, она просто очень несчастна. Всех нас затронула собачка Нюрочка, которую мы увидели в ППЖ, затюканная, забитая, видимо, избитая. Приехала она ко мне на кураторство в конце декабря, а уже в начале января она уехала в прекрасную семью Натальи в Великий Новгород. И вот мы видим, как собачка Нюра учится жить по-новому, принимает человеческую ласку. Удивительно ей это все. Страшно, но приятно, когда не бьют. Учится ходить, а не ползать на поводке. Пожелаем ей здоровья, а семье большого терпения. Будь счастлива, малышка Нюрочка. Друзья, спасение продолжается несмотря ни на что. И весь процесс требует денег от начала спасения и до пристройства. Помогайте нам, пожалуйста. Спасаем, спасаем, спасаем. Кого успеваем, кого можем. Но без денег их не спасти. И спасибо всем-всем, кто остается с нами, кто смотрит нас, кто переживает, кто сострадает, кто участвует и помогает нам. Спасибо, друзья, вам. Без вас этих бы спасений не состоялось.